Почему выглядит таким образом само слово «феминизм»? Вкратце. Феминизм — это интересное понятие, Абдул-Бадлович. Очень интересное понятие. И для многих людей это может значить разные вещи. Не совсем одно и то же. Окей? Почему нелегко читается? В силу того, что, ребят, проходите. Легко читается, потому что сам термин, он неоднозначен. То есть нету одного какого-то конкретного железного значения. И я предполагаю то, что для большинства из нас означает разные вещи. Окей? Let's do it, baby. Я бы хотел начать с того, показать вам несколько картин буквально и сказать, с чем они ассоциируются. Не с чем, точнее, с каким полом ассоциируется данная картина. Мужчина или женщина. Окей, давайте начнем с этой картины. С чем то есть с каким полом определен, мужчина или женщина? Отлично. То и другое. Для кого-то больше мужчина, наверное, связан с памперсами, или женщина. Окей? Следующий. Не, мадая калимадар красмар диозан. Ассоциация, я не говорю, это хорошо или плохо. Допустим, у кого-то дома, если такая гора, скорее всего, с этим будет... Что, когда? Следующий. Насим. Глючит у меня компьютер. Мар диозан. Зан? Мар диозан. Мар, да? Мар диозан. Не. Стандартно. Что? Next. Март? Март? Только март? Ну, женщины что же есть? Хорошо. Март. Я только оттуда слышу март, потому что там девочек мало. Хорошо. То, о чем мы сегодня с вами говорим, это продолжается довольно-таки продолжительное время. То есть обсуждение или, может быть, дебаты, или та несправедливость, которая есть в нашем обществе или в наших обществах. И, по сути, вопрос в том, есть ли подобное столкновение между мужчинами и женщинами. Почему так сложилось? То, что определенные роли в основном делают женщины, а другие роли делают мужчины. В основном. Не означает то, что они не бывает такого, что, допустим, то, что мы видели, да, мужчины также моют посуду, у нас есть женщины-танкисты и так далее и тому подобное. В Таджикистане, может быть, в других странах есть женщины-танкисты и так далее и тому подобное. То есть мы встречаем разных людей, но в основном определенные роли делают женщины, да, Абдул-Бадлович? И какие-то определенные роли, они связаны только с мужчинами. Да, masculinity, да, то есть кори мардакей, факад егити корамикна. Хорошо? И в нашем случае больше вопрос стоит следующим образом. Есть ли это столкновение, есть ли это проблема вообще? То есть сегодня мы хотим обсудить этот вопрос. Стоит ли нам поднимать этот вопрос и обсуждать его? Как минимум в пределах нашей организации. Окей? Let's do it, baby. Як? Окей, все окей. Когда я готовил эту презентацию, мне стало интересно, почему есть понятия, которые, допустим, с не приставками, а наоборот, да, с окончаниями «изм», они больше говорят о том, что есть какая-то определенная крайность. Да? То есть именно в той или иной идеологии, именно в том или ином понятии.
какая-то определенная крайность. Это не середина, это не moderation, да, скажем, какая-то умеренность, а больше крайность. Когда это крайность, мы добавляем окончание «изма». Поэтому, может быть, для некоторых из нас, мужчин и женщин, само понятие феминизм немножко отталкивающее. То есть мы не хотим себя ассоциировать с этим. Как, например, исламизм. Мы мусульмане, да, там мусульмане, не мусульмане. Откуда само понятие исламизм появилось? В СМИ сегодня во всем мире используют этот термин как с негативной какой-то коннотацией, да, связанной с террором и так далее и тому подобное. Да, какая-то определенная крайность религиозная. Национализм. Что означает национализм? Да, понятие. Почему изм? Почему мы не можем быть патриотами? Обязательно нам нужно быть националистами. То есть своеобразная какая-то крайность, где люди относятся с неприязнью или с негативом, или даже насильственно проявляют себя по отношению к другим национальностям. Сегодня мы понимаем это под понятием как национализм. Alright? Маскулизм, по сути, мужская версия феминизма. Окей? Это похожее понятие, только с точки зрения мужчин. То есть мужчины некоторые чувствуют себя, да, то, что к ним особо общество, система экономическая и так далее относится не совсем справедливо. Окей? В нашем случае это может быть рыночная экономика или капитализм. То, что выстроено таким образом, то, что мужчины на самом деле they are disadvantaged. Окей? Это я просто так добавил. Какая-то крайность. Почему не может быть что-то идиотическим, не обязательно идиотизмом? Alright? Давайте дадим определение. Давайте сухое, некрасивое. Мы не любим определения, которые нужно заучивать, правильно? То есть мы хотим обсуждать вещи. У нас есть вопросы, давайте попытаемся найти ответ на эти вопросы. Акан Нурдин, метонет хондан балан, амин, джумлая. Феминизм от латинского слова «фемина» – «женщина». Спектр идеологий, политических и социальных движений для достижения социальных, экономических, личных и социальных прав для женщин или преодоления сексизма. И преодоление сексизма. Очень много слов. И, может быть, именно поэтому это определение отталкивает много мужчин. Да, очень много непонятных слов. По сути, поэтому мы хотим сегодня прийти и разобраться, что это вообще означает. Let's do it. Далее хандилесте. Сегодня, когда мы говорим о отношениях между мужчинами и женщинами, всплывают такие понятия, как половая тряпка. Что это означает? Какие ассоциации с половой тряпкой? Дар муносиба, дар хамун. Да, мунос, да, мужчина и женщина. В каком случае? Когда мужчина и мужчина. Ну, то есть, Мужчина не мужчина. Что это означает? ну, то есть обещает, не делает, или слишком слабый. У каждого по-разному. Обещает, не делает. Красава. Да, латай, меганку, латай. Ами понятие вуджуд дора дар ҷомеаи не мубайни амуносибато. Есть такое понятие. Может быть, временами, когда мы слышим подобные высказывания или проявления, не проявления, а больше, когда кто-то нам рассказывает о понятиях как феминизм, мы больше ассоциируем это с такими вещами. Бадан лата, тай каблук, тук-тук, ты попал под каблук. Такая песня была. И может быть, по большому счету, это для нас на сегодняшний день барьер для того, чтобы понять те неровности, те несправедливости, которые есть, существуют в мире именно между отношениями, да, то есть между мужчинами и женщинами, да, какие-то определенные неровности и несправедливости. Okay? Let's do it. С точки зрения организации, с точки зрения коммерческой, обычной организации, какая должна быть наша позиция? Должны ли мы именно в определенном отборе кадров больше делать ударение, скажем, больше делать акцент на gender equality или гендерное равенство, okay? Или же gender blindness.
Эти вопросы, на которых ответов у меня нет. Мне интересно узнать ваше мнение, ребят. Есть ли вообще отличительные черты? То есть есть ли какие-то разные, допустим, насколько мы разные между, допустим, мужчиной и женщиной? Мы задаемся этими вопросами? Не? Насколько март, айзан, фархн, дурак. Эмоциональность, да, может быть, зашкаливает у мужчин. Потому что исторически разные общества, они развивались по-разному. Вчера мы были коммунистами, сегодня мы, кто мы? Капиталисты и так далее и тому подобное, да? То есть подобных исследований очень много на самом деле, я с вами полностью согласен. Но как отдельная коммерческая организация, допустим, какой должны извлечь урок мы с вами? Да? Делаем акцент на gender equality, вне зависимости от того, что компетентный человек или некомпетентный, нам важно это, что была именно 50-50. Да? 50-50. А, Гульнос? Зависимо от компетенции. Это важно или не важно? Когда мы говорим gender equality, здесь речь идет не о компетентности. Или skills-wise. Gender equality, здесь говорится о том, что у вас два человека, оба одинаково компетентны для данной позиции. Вы не берете девушку только потому, что она девушка. Правильно? Окей. Может быть, ближе сюда? Не, может быть, ближе сюда? То есть мы не дал именно в отборе кадров, может быть, нам не стоит обращать вообще внимание на пол человека. А? Нет? И об этом давайте поговорим сегодня. То есть, по сути, есть очень много точек зрения, каких-то определенных, да, то есть кто-то более эмоционально подходит к этому вопросу, кто-то менее эмоционально подходит к этому вопросу. Я сделал все возможное, чтобы не включать свое личное мнение именно по этому вопросу. Мое личное мнение. Я бы больше хотел узнать и научиться у вас, дорогие коллеги, лучше понимать те неровности, те несправедливости, которые, может быть, наши с вами коллеги и за пределами этой организации, то есть женщины в этом случае, да, те, допустим, несправедливости или дискриминацию, которые они ощущают каждый день, каждую неделю и так далее. О вещах, которых, может быть, мы с вами не знаем. Okay? И поэтому будет замечательно, если мы с вами все-таки обсудим вкратце. Поэтому я бы не хотел занимать много времени. Нас ее даст 10 минут. Не, кафу. Механди, exactly. Один из наших коллег задался вопросом, сказал, почему, когда мы поднимаем этот вопрос с другими коллегами, вызывает смех, да, giggling people, да, масала, giggles. И я тоже для себя также задался этим вопросом, почему мы воспринимаем подобные вещи со смехом. То, что один, это может означать то, что it's not an issue. Это не проблема вообще, почему мы говорим о вещах, которых не существует. Okay? Или наоборот, это то, что нас настолько пугает, то, что это вызывает смех.